Здравствуйте, в это время эфир вашего канала. Как всегда, продолжают новости. В студии Манас Аджигитов и Айчан Казакбаева. И в начале краткий анонс главных событий уходящего дня. Ливневые дожди и шквальный ветер в Таласе, Баткене и Бишкеке. Дождевые потоки затопили целые кварталы и районы, а ветер сорвал кровлю домов, повалил деревья и оставил граждан без электричества. Баланс нарушается. Правозащитники требуют от парламентских партий соблюдать принцип гендерного квотирования. С начала года 4 женщины сдали свои мандаты, но вместо них пришли одни мужчины. Агентами не нарекут, но отчитываться заставят. Джогорку Кенеши сегодня приступили к обсуждению обновленных поправок в закон о так называемых иностранных агентах. НПО и НКО по-прежнему против. Слишком много праздников. Депутат предлагает объявить рабочими днями День Конституции, защитников Отечества 23 февраля и День Великой Октябрьской революции. Поправки скоро поступят к обсуждению, но что думают другие? И начнем с последствий обильных осадков, которые продолжаются со вчерашнего дня практически по всей стране. Ливневые дожди периодически сопровождались сильными ветрами в Баткенской области. Как сообщается, шквальный ветер накануне сорвал крыши около 360 домов и 10 социальных объектов. В Таласе проливные дожди затопили улицы и огороды, а ветер повалил деревья и сорвал электролинии. Соответственно, в ряде кварталов города отсутствует электричество. Местные жители говорят, вчера у них прошел обильный град, который повредил побеги некоторых плодовых деревьев. Последствия ливней и ветра сегодня ощущают и жители Бишкека. В некоторых местах столицы повалены деревья, а вода подтопила дома и постройки жителей северной части города. И сегодня к нам в редакцию обратились жители столичного жилмассива Калыс-Ордо. Они пожаловались, что из-за обильных осадков и прежде всего отсутствия дренажной системы вся их новостройка сегодня превратилась в один большой огромный пруд. Огороды, погреба, хозпостройки – все затоплено дождевой водой. Более того, влага уже разрушает жилые дома, оставаться в которых опасно для жизни. В любой момент стены и крыша могут обвалиться на находящегося внутри человека. Жители говорят, они несколько лет просят органы местной власти построить в новостройке систему водоотведения. Но там отвечают, денег на это нет. На месте побывал наш коллега Болот Исаев. В жилмассиве Калыс-Ордо Джезнур Джикенова живет уже 6 лет. Последние 3 года жить в этом доме с 2 детьми стало не просто вредно для здоровья, а небезопасно. Вода просачивается отовсюду. Дом постоянно осыпается. Последние 3 года мы так живем. Сколько мы уже делали ремонт, и все впустую. Сколько это расходов каждый год? Что делать, не знаем. Поможет нам кто-нибудь или так и будем бороться только собственными силами? Позади дома уже давно образовался стоячий водоем. Практически до середины лета пробраться сюда и хотя бы что-то посадить просто невозможно. Туалетов как таковых в жилмассиве уже давно не существует. Но этой весной из-за обильных дождей обрушиваются уже и жилые дома. В Калыс-Ордо лишились крова уже 5 семей. Благо, что в домах на тот момент никого не оказалось. Здесь жил наш сосед. После дождей его дом взял и просто упал. Видите, здесь все вокруг в воде, везде болото. Теперь его дом – это оставшаяся стена и груда стройматериалов. Недавно и мой дом точно так же свалился. Внутри все упало, а потом стены обрушились. Теперь на его месте осталась только куча глины. Вниз по течению вода собирается и уже не уходит никуда. По словам местных жителей, они обращались и в Аилок-Муту, и в Акимиат, где им обещали помочь. Но вот уже 3 года об этой помощи они слышат лишь на словах. Специалисты должны прийти и отправить, они сказали. Но когда они придут, мы даже не знаем. Люди уже вот вчера 9-10 вот дождь был. Вот 2 дня не спали, люди все вот черпали воду. Ну, бесполезно, это же мартышкин труд, сами знаете. По словам местных жителей, в конце зимы сюда приезжал глава района и предложил начать строительство открытой дренажной системы. Но их такое предложение не устроило. На строительство же закрытых коллекторно-дренажных сетей в бюджете просто нет средств. Жители ставят такой вопрос в ультимативном порядке, чтобы им построили уже закрытые коллекторно-дренажные сети.
Но для этого необходимы большие средства. Их необходимо будет сначала проектно-сметную документацию разработать. После того, как будет уже смета утверждена, мы будем иметь точно, какую сумму необходимо закладывать в бюджет для строительства закрытых коллекторно-дренажных сетей. Да? По словам Каната и Шатова, практически все новостройки – это результат когда-то самовольно захваченной земли. На их месте никто не жил и, следовательно, не существовало никаких дренажных систем. Узаконили уже построенные дома позже. Теперь будут проводить систему жизнеобеспечения. В жилмассивах вокруг города это давно стало нормой. Пока же, как сообщили в мэрии, объявлен конкурс на строительство временных открытых дренажных сетей. В течение месяца по его результатам должны приступить к строительно-монтажным работам. Болтысаев, Александр Симонов, НТС. Расценили как хулиганство. Московская полиция квалифицировала действия так называемых скинхедов, напавших на двух кыргызстанцев в вагоне метро, лишь хулиганскими. Об этом сообщили в управлении полиции Московского метрополитена. При этом сообщается, что следствие учитывает расистскую мотивированность нападения, и наказание для виновных может последовать в виде лишения свободы до 7 лет. Напомним, на прошлой неделе в сети было опубликовано видео с камер наблюдения московского метро. В нем группа молодых людей избивает двух пассажиров, граждан Кыргызстана. Пострадавшие с травмами и ссадинами были доставлены в больницу. Вскоре полиция задержала нападавших, которые на допросе открыто заявили, что избили приезжих на почве национальной ненависти. Тем временем кыргызстанцы впечатлились количеством участников шествия бессмертного полка в Бишкеке. Накануне, несмотря на проливной дождь, число демонстрантов, вышедших с портретами своих родных, воевавших в Великой Отечественной, превысило более 20 тысяч человек. В социальных сетях многие пользователи символически назвали акцию, цитата, «уникальная площадка, где поколение победителей, погибших на войне и после, практически ожило в руках своих детей и внуков». Отметив шествие бессмертного полка, принимали участие все желающие. Среди участников марша были замечены супруга и сын президента Алмазбека Атамбаева. Они несли портрет фронтовика, ветерана войны Шаршена Атамбаева. Совет судей остался без своего председателя. Глава органа Канатбек Турганбеков сегодня подал в отставку, и его заявление Совет уже рассмотрел и принял. Теперь его прошение должны рассмотреть президент и парламент республики. Турганбеков, напомним, одновременно являлся судьей Верховного суда. Широкой публике он стал известен после скандала вокруг обвинений в коррупции бывшего руководителя аппарата президента Данияра Нарымбаева и экс-депутата Хаджимурата Куркмазова. Судебный процесс по этому уголовному делу сейчас продолжается во второй инстанции. В ходе предыдущих слушаний, напомним, Канатбек Турганбеков фигурировал как свидетель. На одном из судебных заседаний он заявил, что Нарымбаев ему действительно звонил и просил принять дочь арестованного Наримана Тюлеева. В ближайшее время свои парламентские мандаты могут сдать сразу несколько женщин-депутатов. Слухи об этом сейчас активно обсуждаются в кулуарах Джохорку Кенеша. По некоторым данным, покинуть парламент могут Ашера Халикова, Гульхан Молдобекова и Айнуру Алтыбаева. Во время майских праздников свой мандат сдала депутат от Бирбола Лунара Мамытова. А с начала года в общей сложности свои полномочия сложили уже 4 женщины-депутата. Кто-то из них добровольно, а некоторые со скандалом, потому что их уволили решением фракции. Так или иначе, теперь их места в Джохорку Кенеше занимают депутаты-мужчины, что разрушает сам принцип гендерного квотирования. Правозащитники требуют законодательно закрепить норму, согласно которой взамен ушедшей из парламента женщины должна прийти именно женщина. Игорь Потанин продолжит тему. Женщин в парламенте становится все меньше. Только за этот год полномочия депутатов сложили 4 представительниц слабого пола. Это Бакыт Исенбаева, Чолпона Синаманова, Эльмира Джумалиева. И во время майских праздников мандат сдала Лунара Мамытова. Вместо них места в законодательном органе получили мужчины. Правозащитники говорят, такой подход партий нарушает принцип гендерного квотирования, прописанный в избирательном законодательстве. Согласно закону о выборах, каждый 4-й кандидат в депутаты от партии должен быть женщиной. Однако работает этот принцип только до момента выдачи мандатов. Сейчас, если идет замещение мандатов по жестким спискам, не важно, мужчина или женщина. И поэтому, если женщина уходит из парламента, а ее место замещает мужчина, то есть вот на этой стадии не срабатывает вот то квотирование, то есть оно не гарантировано самим законом. Такие инициативы были еще в 5-м созыве, но, к сожалению, они не были поддержаны, и парламент не принял такой закон о том, чтобы на выбывшую женщину приходила обязательно женщина,
на место выбывшего мужчины приходили мужчины. Этот закон не был поддержан, поэтому на сегодняшний день, имеем то, что имеем. Правозащитники уверены, парламентариям необходимо срочно пересмотреть эту законодательную норму. В противном случае женщин в парламенте может не остаться и вовсе. Те же проблемы, кстати, и с другими категориями, включенными в обязательное представительство в законодательном органе. В законы нужно вносить эту гендерную квоту, иначе она становится такой, знаете, фарсом, что ли. Потому что участие женщин в политике – это очень важно. Это вообще международные стандарты, и это вообще ценности, да, потому что, понимаете, у нас уже был такой парламент в 2007 году, когда ни одной женщины не было в парламенте. А женщины, они все-таки должны быть при принятии решений, и они должны полноценно участвовать в процессе принятия решений. Функции по контролю мог бы взять на себя ЦИК. Однако без законодательной базы руки у Центра избиркома связаны. Члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов говорят, что депутатам придется вернуться к этому вопросу. Исследования показывают, что женщинам-политикам народ доверяет больше. Если будет такая жесткая законодательная норма, то, конечно, партии согласятся с этим. Почему-то тогда все будут в равном положении. То есть, получается, несмотря на всевозможные договоренности до выборов, которые существуют внутрипартийные, да, то, тем не менее, конечно, все партии будут учитывать уже, и сами кандидаты будут, и лидеры партий, что есть такое требование закона, и все окажутся в равном положении и вынуждены будут выполнять эту норму. Как скоро инициатива будет вновь поднята в парламенте, пока неизвестно. Между тем, в кулуарах Жугурку-Кенеша поговаривают о новых отставках. Так, по некоторым данным, в ближайшее время свои мандаты в пользу мужчин-депутатов могут сложить Ашера Халикова, Гулькан Малдабекова, Айнура Алтыбаева и другие. Игорь Потанин, Алтынбек Каныбекулу, НТС. Данные об имуществе государственных и муниципальных служащих предлагают передать в ведение исключительно налоговой службы. По словам инициатора поправок Дастана Бекешева, госслужащие сдают практически две идентичные декларации в госкадровую и налоговую службы с разницей в месяц. Пока обе декларации о доходах и расходах, единая налоговая, остаются. Некоторые депутаты считают, что налоговики будут ссылаться на налоговую тайну, что ограничит доступ СМИ к данным сведениям. Бекешев же утверждает, что это позволит упростить процедуру. Более того, госкадровая служба не имеет возможности проверить достоверность предоставленных данных, в отличие от налоговой, у которой такие полномочия есть. Эти декларации госкадровая принимает с 2005 года, а вот только пользы от этого за 11 лет до сих пор нет. Верификация декларации, то есть подтверждение подлинности сведений на соответствие, она началась только с 2013 года. Два раза мы проводили верификацию, но эта работа в течение 2 лет она остановилась в связи с тем, что был принят закон о амнистии капитала. За 2014 год сейчас мы подготовили, уже группа подготовила материалы, там есть материалы, и будет рассматривать межведомственная комиссия с последующей передачей в органы прокуратуры, там, где найдены расхождения. Их больше не предлагают называть иностранными агентами, но отчитываться об источниках финансирования и представлять полный отчет о своей деятельности все-таки заставят. Парламентский комитет по конституционному законодательству, госустройству и судебно-правовым вопросам сегодня вновь рассмотрел законопроект о так называемых иностранных агентах. Депутаты разделились, как всегда, на два лагеря. Одни говорят, что принятие этого документа прославит наше государство как притесняющий гражданский сектор. Другие считают, что пора поставить НПО на место так, чтобы они наряду с местными юридическими организациями отчитывались в соответствии с нормами кыргызского законодательства. Подробности далее. Попытка номер 2 едва было не удалась. Профильный комитет сегодня в 3-м чтении рассматривал законопроект о так называемых иностранных агентах. Хотя в том виде, в котором на сей раз он представлен депутатам, НПО и НКО так больше не называют. Новшество доработанного документа заключается лишь в 2 статьях. О том, какая организация все-таки является неправительственной, и о том, что финансируемые из-за рубежа НПО и НКО должны предоставлять отчетность на всеобщее обозрение на официальном сайте для подтверждения прозрачности своей деятельности. Однако даже в столь упрощенной редакции закона некоторые депутаты усмотрели притеснение гражданского сектора. Они выступают партнерами государства в сфере образования, науки, социальных вопросов, культуры и, самое главное,
построения и формирования сильного гражданского сектора. И если мы их в чем-то подозреваем, или есть факты, когда они вторгаются в наш суверенитет, национальную безопасность, у нас есть достаточно правовых механизмов, чтобы остановить их, чтобы пресечь их деятельность. Свое несогласие выразила и Чулпон Джакупова. По ее словам, в данном варианте документа она просто не видит смысла. Если первоначальное его содержание носило довольно репрессивный характер и замысел его инициаторов был понятен, то принятием данного закона, считает Джакупова, мы лишь заработаем имидж государства, притесняющего один из важнейших демократических символов. Тогда какой смысл, если действующее законодательство уже регламентирует порядок пребывания, порядок регистрации, ничего нового этот закон не вводит, тогда какой смысл принимать этот закон вот в этом виде? Давайте оставим тот режим, который сейчас существует. Зачем поднимать лишний раз ажиотаж и так далее? И лишний раз зарабатывать себе имидж государства, которое хочет ухудшить положение некоммерческого сектора. Однако, по словам председателя комитета Галины Скрипкиной, ничего сверхъестественного в отношении НПО и НКО не требуется. Лишь функционировать в рамках общепринятого кыргызского законодательства. Никакого особого порядка, никаких дополнительных требований или каких-то обременительных требований для некоммерческих организаций данным законом не закладывается, потому что идет ссылка прямая на действие закона о государственной регистрации. Если организация, любая организация некоммерческая, работает достаточно прозрачно, четко, то, я думаю, никаких негативных взаимоотношений в данном случае с финансовыми органами не будет. Те нормы, которые остались, я считаю, они, может быть, не столь полезны, но они не так вредны, как говорил Алмамбет Насырханович. Тут уже только усиливаются обязательства в сфере предоставления информации. И вообще-то следовало бы, чтобы у всех позиции были примерно одинаковые. Если требуют от политической партии полной прозрачности, своевременной отчетности, то любая некоммерческая организация точно так же, начиная от партии, кончая муфтиятом. Или там епископатом, или, я не знаю, церковью. Известно, что ряд подобных организаций имеет некоторые послабления, а именно по форме подотчетности. Несмотря на то, что данная законодательная инициатива проходит в парламенте по второму кругу и уже в третьем чтении, мнения вновь разделились. Но большинством голосов законопроект получил одобрение и будет вынесен на палату. Елена Яковлева, Бакыт Кошалиев, НТС. Упразднить нельзя оставить. 23 февраля, 5 мая и 7 ноября сделать рабочими непраздничными днями. С такой инициативой выступил парламентарий Дастан Бекешев и предлагает принять соответствующие поправки в закон. Депутат уверяет, что эти даты в календаре он хочет перекрасить из красного в черный цвет не потому, что у кыргызстанцев выходит слишком много выходных, а потому что праздновать их уже нет никакого смысла. Например, День Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября. Наша страна, как ни странно, единственная в мире, продолжает упорно праздновать победу Ленинской революции. Если ее отмена, скорее всего, не вызовет уже никаких споров, то если объявить непраздничным День Конституции, тут, пожалуй, найдутся несогласные. Зато выходными Бекешев предлагает объявить День матери и День защиты детей. Анастасия Соболева продолжит тему. 1 мая – День труда, 5 мая – День Конституции. Красные дни календаря – лишний повод порадоваться. Ведь праздник значит выходной, а если он еще выпадает на субботу или воскресенье, то количество нерабочих дней прибавляется. У нас по Трудовому кодексу 113 статья, у нас 9 праздников, и еще у нас 7 января и 2 у нас по мусульманским Курман-айт и Орозайт. Они по лунному календарю идут. Получается 12 праздников в год. Сейчас у нас 7 апреля добавился, это апрельская революция. С этим уже 13 праздников у нас. Из этих 13 праздников нардеп Дастан Бекешев предлагает упразднить 23 февраля, 5 мая и 7 ноября и добавить 2 новых праздничных выходных. День матери, который отмечается в 3 воскресенье мая, и День защиты детей, 1 июня, чтобы их граждане отмечали в кругу семьи. День защитника Отечества, говорит парламентарий, давно превратился в мужской праздник, а День вооруженных сил Кыргызстана, который приходится на 29 мая, граждане не отмечают. День Конституции, добавляет Дастан Бекешев, кыргызстанцы воспринимают лишь как очередной выходной
и за праздник не считают. Все-таки основной свод законов претерпел много изменений. Парламентарий предлагает использовать опыт других государств. По его словам, в Казахстане День защитника Отечества с 2012 года празднуют 7 мая. День Конституции отмечается 30 августа, а в России и вовсе является рабочим днем. А 7 ноября, День Великой Октябрьской революции, из всех стран бывшего Союза отмечают лишь в нашей республике. 5 мая, День Конституции, это действительно исторический день. Мы говорим, что не просто его убрать там и все, и забыть про этот день. Нет, ни в коем случае. Есть закон, мы инициируем законопроект о памятных датах, куда хотим включить и 5 мая, и 7 ноября. В памятные даты предполагается, что учителя должны рассказывать в школах, в университетах о том, почему этот день для нас ценен, исторически важный. Мнения кыргызстанцев по поводу упразднения праздничных дней разделились. Некоторые не прочь сократить количество выходных, кому-то не по душе возможная отмена 23 февраля, Дня защитника Отечества. День Конституции для меня не праздник. 23 февраля это праздник, День военных. А вот насчет 7 ноября я не праздную, для меня не праздник. Я отрицательно отношусь, это же не безумно. 23 февраля было вообще таким праздником мужским. Единственный праздник, который мужчин могут порадоваться, и его отменять, это глупо. День Конституции есть, а как без Конституции, без Дня Конституции? 23, допустим, 5 я согласен, чтобы какие-то праздники, а 7 это не совсем праздник. Когда-то он был праздник, а сейчас, насколько он обоснован как праздник. Отметим, сделать 23 февраля, 5 мая и 7 ноября рабочими днями предлагали и раньше. Однако большинство нардепов такую инициативу не поддержали. Новый же законопроект, по словам Дастана Бекешева, возможно, заинтересует его коллег. На общественное обсуждение новый документ вынесут уже на этой неделе. Анастасия Соболева, Аскат Касымбеков, НТС. Более 2500 кыргызстанцев подали заявки, чтобы стать волонтерами на вторых Всемирных играх кочевников. Месяц назад, напомним, было объявлено о начале отбора желающих. Заявки на участие, кстати, поступили и от иностранных граждан – Турции, России, Китая и США. Но в целях безопасности главными волонтерами могли быть отобраны лица, имеющие кыргызское гражданство, либо имеющие вид на жительство или официальную регистрацию. Из общего количества подавших заявки было отобрано 700 человек, которые примут участие в торжественном открытии и закрытии международных игр, а также сопровождать иностранные официальные делегации и оказывать им всяческую поддержку. Напомним, с 3 по 8 сентября в Иссык-Кульской области запланировано проведение вторых Всемирных игр кочевников. На этот раз в программе значится 26 национальных видов спорта, а география участников расширяется до 40 стран мира. Несмотря на то, что некоторые из них не прошли, они здесь сегодня присутствуют, потому что мы считаем, что это важно обозначить, что есть люди, которые готовы добровольно, безвозмездно внести свой вклад, время, потратить свои знания и навыки для того, чтобы оказать помощь государству в проведении международного мероприятия. На Иссык-Куле стартовал туристический сезон. Официальная церемония его открытия прошла на днях с пышными торжествами. На несколько дней культурный этнокомплекс Рух-Ордо стал международной площадкой для выставки, ярмарки и фестиваля под названием «Салам Иссык-Куль». Как выбрать подходящую здравницу и привлекательные курорты, посидеть в юрте, попробовать национальные кушания и на себе ощутить особенности культуры кыргызского народа. Со всем этим и не только имели возможность познакомиться участники фестиваля как из нашей страны, так и заграничные гости. О самых интересных и запоминающихся моментах открытия турсезона 2016 Анастасия Соболева. 100 участников туристического фестиваля Иссык-Кульского района одноименной области так и ломится под тяжестью тарелок. 15 пар рук готовили 60 видов угощений ровно сутки. Некоторые только с пылу с жару. Невозможно даже подсчитать, рассказывают участники фестиваля, сколько килограммов продуктов нужно было помыть, порезать, сварить. Блюда кочевого народа так и просится, чтобы их попробовали. Это полностью стуканы баранье мясо, там конина мясо со своим по чуть-чуть. Здесь сушеное мясо, вот это конина мясо, вот здесь сушеное мясо. Кочевники тоже применяют. Каттама вот это тоже вкусное. Этот на топленом масле толкан готовленный, а этот быджи. Внутренности бараньи внутренности приготовили, творческие девочки там, утку там со своими яичками, черепаху там придумали.
Рядом со столом установлено и жилище кочевника, юрта. В ней 54 атрибута быта кыргызского народа. Несколько дней ушло на их сбор. Кое-что иссыкульцы приносили сами, ведь предметы старины до сих пор бережно хранятся в кыргызских семьях и по сей день являясь неотъемлемой частью их быта. Вот это называется көнек. Здесь хранили, древние кыргызы хранили молочные продукты. Сметану, молоко, творог. Это саба. Здесь делали кумыс. Это называется куекор. Здесь хранили кумыс. Это вот такой ковшик. Это чины-аяк. Кыргызы очень ценили посуду, особенно фарфоровая посуда, которая пришла по шелковому пути. Ее хранили очень бережно в таких чины-аяк. Королевская чета в шикарных средневековых одеяниях вышла в народ. Нет, машину времени еще не изобрели. Это все тот же 2016 год. Представители одной из иссыкульских здравниц презентуют свое курортное учреждение. Для этого они выбрали Туманный Альбион. Костюм, конечно, готовился долго, в течение где-то 15-20 дней. Пролистали интернет, нашли Ричарда II, соответственно, принцессу, соответственно, королеву Марию Стюарт. И согласно этого, посмотрев их костюмы, сделали подобие их костюмов. Всего около 70 пансионатов и курортных учреждений республики представили на ярмарке программы, рассказывающие о культурных особенностях и традициях стран ближнего и дальнего зарубежья. Туристическая выставка «Ярмарка» в Кыргызстане проводится ежегодно. Это уже 18-й раз. Однако в формате фестиваля она проводится впервые. В ней приняли участие около 40 туроператоров из России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. По ее итогам также впервые создан каталог участников, в котором собрана полная информация о представителях туриндустрии Кыргызстана. Анастасия Соболева, Бакыт Кошалиев, НТС. Ну что ж, время отпусков и каникул не за горами, и любимый всеми нами Иссык-Куль вновь будет рад принять всех желающих в нем окунуться. Пожелаем хорошего, удачного турсезона, ну а мы на этом завершаем. Оставайтесь всегда с нами, чтобы всегда быть в курсе событий. Кстати, все наши новости вы можете найти на нашем сайте nts.kg. Читайте и смотрите. И до свидания. Увидимся завтра.